лайкните, оставьте коммент и подпишитесь. Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Жавдапор или же погалам Елташлактиндандена Эльвира Америка Гыч. Сегодня я вас познакомлю с магазином Goodwill. Таче тендам Goodwill кевдена полдарем. А прежде чем я вам расскажу про этот магазин Goodwill, я вам расскажу, что же такое интересное произошло в этом магазине достаточно долгое время тому назад, как я только приехала сюда, в Америку. В один из выходных дней мой бывший муж сказал: «Сегодня мы пойдем в Goodwill». Я его спросила: «А что это такое?» Он мне сказал: «Это магазин, в котором продают подержанную уже в употреблении одежду, разные кухонные наборы, уже в употреблении бывшие». Я, конечно, немножко поморщилась, потому что я не очень-то люблю подержанную одежду или что-то другое, знаете, после кого-то. Но, тем не менее, я его спросила: а зачем мы туда идем? Мой бывший муж занимался моделированием самолетиков и также маленьких лодок. И для своих моделей он смотрел вот именно моторы с игрушек, которые были когда-то в употреблении, но тем не менее эти моторы, они сохранились, и их можно использовать. Так мы пришли в один из магазинов Goodwill, а их несколько в городе Таллахасси, штат Флорида. И тут очень случилось интересное. Мой бывший муж выбрал для себя, что для него нужно, а я же стояла с карточкой, с банковской для оплаты. То есть мы стоим в кассе для того, чтобы оплатить свою покупку. Я стою с карточкой, и тут у меня бывший муж спрашивает, а между мной и моим бывшим мужем достаточное количество разницы в возрасте. А ему достаточно, вот только что исполнилось 55, и в 55 лет в Америке начинают получать такой дискаунт, скидку, ну, как скажем, для старых уже. И тут он говорит: «May I have a senior's discount?» То есть можно я получу скидку, то есть как бы для старых людей. А я стою с карточкой. Естественно, мне не 55, а мне тогда было 35. И женщина за кассой, она очень странно посмотрела на меня, типа: «Ты совсем не подходишь по возрасту для скидки». Но меня, конечно, удивил ее взгляд, потому что, в принципе, он для себя спрашивал, я лишь оплачивала. Но, тем не менее, и она так на меня смотрит с удивлением. И тут я решила, немножко пошутить.
И я ей говорю, я говорю, после пластической операции, говорю, I'm after plastic surgery. Она такая, о, вот я подумала, что вы это не выглядите на свои 55. Я так немножко была в конфьюженном таком состоянии, в удивленном. Конечно, я не могу ответить, что она там думает и как она там думает, но меня поразило вообще. Она, и потом она продолжила, говорит, ой, как, говорит, вам хорошо сделали, у вас даже швов никаких не видно. Мне, конечно, очень смешно стало. Тут у меня девочки сзади засмеялись. Говорит, мама, скажи ей правду. А я им говорю, а зачем? Она же верит мне. Не буду ее расстраивать. Вот так. Ушли мы из этого магазина. А у меня бывший муж посмеялся над этой женщиной на кассе. Но вот память осталась. Как вы уже поняли, Goodwill – это большая сеть магазинов секонд-хендов в США. Goodwill переводится на русский как «добрая воля», «доброе желание», «марлашка», «пора таланамаш». Образован в 1902 году, 119 лет тому назад, в городе Бостон, штат Массачусетс. Сегодня Goodwill стала международной некоммерческой организацией с доходом в год более 4,8 миллиардов США. Вы видите мебель, бывшая в употреблении. Надо сказать, что Goodwill имеет свои магазины в 17 странах. Это и в Южной Корее, Венесуэле, Бразилии, Мексике, Панаме, Уругвае и в Канаде, а также и в других странах. Сумки. И иногда можно найти брендовые сумки, как от Chanel или же Louis Vuitton. Это как повезет. Самые разные декорации для дома, картины. Солнцезащитные очки и очки для чтения. Женская одежда. Надо сказать, что магазины Goodwill отличаются друг от друга в зависимости от того, в каком районе они находятся. Если район богатый, как, например, Киллер или же Golden Eagle в Таллахассе, то в близлежащих магазинах Goodwill можно найти и дорогую брендовую одежду или что-то наподобие за весьма смешные цены. Вообще, это мое личное наблюдение, но иногда в Goodwill цены бывают завышены. Так, например, давным-давно мы смотрели матрас для кровати, и стоимость на матрас была намного выше, чем в магазине Walmart. А в Walmart, естественно, новое, а не бывшее в употреблении.
женская обувь, мужская обувь. One spoon for two and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of glimpses. Книги, мужская одежда, и снова вы видите мужскую обувь. Конечно, с годами мое отношение к этому магазину изменилось. Очень часто в магазине можно найти абсолютно новые вещи или утварь с этикетками. Например, этот новый от Talbots Petits жакет стоит всего лишь $7, а своя цена была $178. Есть специальные примерочные кабинки, если вам нужно. А вот мы нашли мужской пиджак от Ральфа Лорена, весьма в хорошем состоянии. Я просто попросила мужа одеть, чтобы я смогла вам показать. Если вы сделаете какой-то донат в этот магазин на определенную сумму, то в следующем году вы эту информацию сможете использовать при декларации налога. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, оставляйте свои размышления, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мое следующее видео. Распространяйте мое видео, и кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Всем добра и счастья! С вами была Эльвира из Америки. Ишане, тиндалан килшен моен видео, кода зашона маждам, и дача мане парнядам, шанда за лайком, шара за моен видео, янгарам тимдалаш и дамонде, тегете уже давес у онгай моен видео, возалце моен каналышки киша возалте ногол, тажан поран илза, вескана марте, тендан денелиен Эльвира Америка гыч. Тау ончи маланда, кода за комментом, возалце мой декен.